Рэспубліканская акцыя стартавала на мінулым тыдні ў Гомелі. Эстафету ў гамельчан пераняў брэсцкі рэгіён. Праект «Бягучыя гарады» накіраваны на падтрымку дзяцей з цяжкімі захворваннямі і інваліднасцю. З 30 ліпеня па 5 жніўня кожны можа ўнесці сваю лепту ў дапамогу, зрабіўшы некалькі крокаў. Першы стартавы забег адбыўся каля галоўнай славутасці горада – Брестской крепости. Это символический забег, именно поэтому мы делаем его вблизи одной из ключевых достопримечательностей города, для того, чтобы обозначить присутствие в регионе. Дистанция всего лишь 650 метров, она действительно символичная, таким образом мы просто привлекаем внимание к акции в рамках этой недели. Добрая разминка – залог поспеху у спорте. Падтрымліваў настрой і натхняў бегуноў 14-разовый чемпион свету по армрестлингу Виктор Браченя. Я надеюсь, что это только начало, что в следующие года, следующие забеги будет все больше и больше привлекаться людей, потому что некоторые могут как-то, кто-то боится, кто-то стесняется. Ну, я надеюсь, что это все делается на благо наших деток. Пасля разминки на старт. Тут няма пераможцаў і няма прайграўшых. Усіх аб'ядноўвае одно – жаданне дапамагчы детям. Медицинские учреждения постоянно не хватает денег, а люди хорошо откликаются на такие мероприятия и, можно так сказать, помочь им неплохо. Да, как бы неплохо вот быть причастным к этому, то есть помочь реально. Вот, ты чувствуешь, что ты что-то делаешь, что ты можешь сделать хоть частичку, но все равно. Пробежали мы в общей сложности почти 2,5 километра, то есть 3 круга. Бежали, потому что хочется поддержать все-таки наших деток, которые нуждаются в помощи. У якасці прыза горад-пераможца атрымае грашовае ўзнагароджванне. У тым выпадку, калі пераможа Брест, выйгрыш будзе пералічаны на рахунак абласному дзіцячаму цэнтру медицинской реабилитации «Томашовка». Наш центр реабилитирует 70 детей, 40 детей психоневрологического профиля, 20 ортопедо-травматологического и 10 кардиологического профиля. Естественно, в зависимости от того, какую сумму мы получим, какое место мы займем. Короче, я желаю всем удачи, всем областям, потому что везде наши дети. Вот. Будем решать, это или капитальный ремонт, или оборудование медицинского, которого так не хватает. Пасля кожнага забега удзельнік павінен зрабіць публікацыю ў сацыяльных сетках з указаннем свайго кіламетражу. Пройдзеныя за тыдзень кіламетры будуць падсумоўвацца. 4 верасня на прэс-канферэнцыі ў Мінску будуць падведзены вынікі, па якіх і выберуць пераможцу. Юлія Селюк, Анастасія Кудзіч, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брест».